Всем привет, ребята! Я хочу сегодня вам показать наш 5-дневный сплав по Уральской речке Чусовая. Отправление на поезде с Ярославского вокзала. Мы едем в город Тверь. Все есть. И хорошо, не переживай. Дядя Федор Черепахов купил коробочки. Вареное яйцо в поезде. Конечно, да. И курица, Вы можете картошка. нашли. Нет, слушай, давай открывай, потому что надо мыть, там один вот уже пошел это. А-то чисто очистили, а он нам всякие фигвамы рисует. И этот фильм имел бешеный успех. То есть я музыку удачно подобрал. И не смотрит, ну я там герой. Я там в кадре, потому что я же не снимал, я в кадре, типа я герой. Что-то руками махает, что-то там что-то. Вот. И ну, удачно получилось. Я говорю, ни одного кадра не снял вообще. Ни одного. Я монтажер. Да, нет, да, ну напишу монтажер, ну что. Ну я-то всяко круче тебя сделаю фильм. А вот проверимся. Вот Проверим. Традиционный подстаканник железнодорожный, который должен быть в каждой семье, кто путешествует поездом и, соответственно, спер подстаканник. О, как? О, да, это. Боюсь, что бюджет... Он из серебра? Спасибо. Может, лучше на дороге возьми. Ну нет, мне кажется... Нет, бюджет у нас маленький, вы. А то ты нас, это самое, плот утопишь, блин. Закупками-то. Железо. Цветным металлом. Будешь как это, как викинг, который с рейда везет серебро. А теперь снимаем по-настоящему. Давайте, поднимайтесь. Через сказали, что у вас есть рыба. Да, угощайся. Но она уже закончилась. Илюх, дерни рюкзак, пожалуйста, сверху. Ребят, Откроется. Нет. Что ты? Давай сюда мне Чтобы я тебе его, передал. да. Я понял, пока я буду снимать, рыбу съедят. Иван, расскажи, как тебе вкус? Нож? Отличный, отличный. в принципе, Самое режешь. главное, такой посол хороший. Нет, а то бывает пересаливают. Это кто? Нет, это не пересолено. Отличное. А чир, по-моему, как-то еще называется по-другому, нет? Чир. Чир. Чиро-чиро. Как еще? Доминикану, не куда-то еще. Я в чирке хочу. Вот, у нас прекрасная якутская рыба. То есть это не ее национальная принадлежность, это место ее происхождения. Вот чем хороша рыба из Якутии? Во-первых, нет, во-первых, нам ее подарили бесплатно. Это второе. Достаточный аргумент. Давай, что? Качество. Я понимаю, что можно не говорить, но я позволю себе продолжить. Кроме того, она безумно вкусная, потому что вот это вот, ну, мы привыкли к тому, что сушеная рыба, допустим, таранка, это такая, которой можно убить волка из мультфильма. Вот, да, такая твердая. А вот эта вяленая, она нежная, она жирная, и прям вот когда ее чувствуешь, как вот стекает благодать по твоему пищеводу. Сейчас это весь вопрос. Ты так говоришь, я не хотел больше. Это солоноватый он просто заставляет еще испить вот из этого дивного бокала, который из магазина «Все по 34» наш дорогой Иван купил. Вообще прекрасный. Знаешь, твоя речь мне напоминает речь, не помню там кого, из фильма «Особенность национальной охоты». Он там что-то так размеренно, там тоже... Поехали. Какую песню? Ну, Группа крови. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне удачи
остаться. Я В этой траве. смотрю, Можно? чужое. Все, что? Да, мочи. Я Ты поешь очень громко. Я не буду петь. Нет, пей пей тихо. громко. Я смотрю Это хорошо смотрю для тайги. чужое в небе и смотрю. Молодец. Серег настроил. Снимаешь? Да. Полегче, полегче, а то не пьяные все. Извини, у нас как бы расчет С усмешкой они говорят, но грустную нежность песни ласкают сухие губы. И самые лучшие книги они в рюкзаках хранят, но грустную нежность песни ласкают сухие губы. И самые лучшие книги они в рюкзаках хранят. А это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. А это все, что останется после меня. А это все, что возьму я с собой. Так, и куда мы собрались? На сплав? Всем здрасте, блин. На сплав Погоду едем. сними. Ты сними вот снег лежащий, снег идущий. Это май. Снегелочки. Это май. Снег бегущий. И бегущий по снегу. Ну да, ага. Вообще сюрреалистичный такой путь. Вот второй раз где-то на дороге. Конечно же, человек с самыми чумазыми сапогами и штанами — это мой муж. Спасибо, что живой и трезвый. Просыпается что-то древнее. Она под снегом. Стоянка древнего человека. Пермский край. Здесь было костровище, которое пытались сохранить. Я думаю, поддерживали веками просто. Да, уютное гнездышко. Если бы я была древней женщиной, я бы точно.
событие, которое нам даже не представляется. Но это нож что, Тот палец просто указательный, а мы на среднем. Это самое, по полу капкетки у меня на... Блин, ну как так? Уже 4-е место, а мы так и до вершины не добрались. Преодолеваем разные буреломы. Вот сейчас я рада снегу, потому что красиво, но только никогда. Мы шли по воде. Вообще. Было дико неуютно. Сейчас красота. Смотрите, снежинки здесь летят вверх. У-у-у! Вот река Усьва. Да. Мы сплавляемся по этой речке. Господи, я надеюсь, видно. Надеюсь, эта Сонька не подведет. Та маленькая лодочка, катамаран. Мы будем на том же месте через пару часов. Куда не деваться? Все равно рулится везде наше поколение. Да. Да! Пока что. Пока что. Потом пойдет ласковый май. Потом будет рулить поколение 60-летних. Потом 70-летних. А, это ты моешь так? Да. Круто. Не знаю, вам видно или нет, что наши соседи выкапывают себе место для палаток. Настолько холодно, что мы вот свою пенку вот полезали на стельки. И только этим спасаемся. Да, вот туда вот залезть. Только этим спасаемся. Блин. То снег, то град, и жутко холодно, хотя ноги сухие. А спим, ребята, мы в 2 спальниках подряд. Раз, два. Раз, два. А еще одним сверху укрываемся, потому что серьезно, невозможно холодно. Надеюсь, выживем. Еще эта ночь и следующая. На самом деле в палатке тепло, ночью было. Поскольку пенки очень классные, ну и такое количество спальников. А вот на воде жутко мерзли ноги. Не знаю, что бы со мной было, если бы не Петина изобретение стельки. Спасибо, Петя. Вот. У нас сегодня чудесная стоянка в невероятно красивом месте. Смотрите. Это скалы, бревно. Большое бревно называется. Наши катамараны. Май месяц. Наши соседи выкапывают себе место от снега для палаток. Это ужас. Как еще надо сказать? Нет, нам всего одна песня. Нам отдай, что мы
мы пели. Мне нужен листочек, иначе я забуду. Человек взял с собой в поход караоке. Я не взял. Что поем? Хорошо. Слова. Сдувать. Я буду сдувать с одуванчиком дым, его от штормовки пропитывать потом и собственным телом до боли родным, кормить комаров по таежным болотам. Дурная жизнь хороша, единый парус и душа, единый парус и душа, судьба и родина единым. А теперь свист. Соловьем заливается. Слушай, же есть еще такие всякие мушкетерские песни, да? Да, давай. Еще есть такая песня классная. Есть в старом парке черный пруд. Да. Вот так. Там лилии цветут. Да. Один мой друг, да, заметьте, мой друг, а не я. У нас еще одна есть песня, которая стреляет по этому же. Ракетно-артиллерийская. Стоим мы на посту по зводной пороте. Илья просит гитару. Давай. А занят. Я держу сапоги. Сапоги любимой женщины, а не просто сапоги. Сапоги любимой женщины. В общем, идем мы по природному зову и кое-что нашли на опушке. Такая печальная находка. Зайчик. О, щет, смотри, Петя, у него лапка отгрызана. Собака? Да, это та собака, которую я видела. Вон там, огромная. Блин, бедный зайчишка. Вдруг это зомби. Я только в детстве, кстати, видела зайчика. Но ела его не давеча, как неделю назад. Петина мама привезла гостинцы, и там был зайчишка, и мы его тушили с зайчатина, тушеная с капустой. Блин, какие странные мысли у меня при виде мертвого зайчика. Да. О, красота. Эй! Привет, сестры. Мамочка. Там жить можно. Можно? А вот, что я должна сказать? Ребята, подписывайтесь, лайкайте, шерите. Вот, мы нашли гнездо с огромными яйцами. Да, размер с куриной первого сорта. Ну, не высшего, конечно. В крапинку. Красивые, да. Даже как-то захотелось яичницу сразу, но жалко все-таки. Птичка какая-то красивая, вон перья ее. Может быть, дрозд, я не знаю. Нет, для Дрозд тоже, наверное, великовато для него. тетерев, глухарь. Да. Не, если бы глухарь, другие красивые перья были. Хотя это подпуш, может. Да, это скорее всего. Ой, наверху так и красиво, смотрите. Носы кораблей. Наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела. До самых каменных ворот такие правила. Вот, уже рука не держит.
еще пару часов и раскалить. Ну, наша методика лучше. Только силен. Ребята первый раз в походе, и вот что приходится им Так, испытывать. уйти тут, эти, как интимные подробности, происходят интимные процессы. Вот у него в ушной раковине еще. Интимная пена. Все хорошо, давайте. Давай полотенце. Ну что, как? Заново родился? Да нет, конечно. Хотя бы голова чесаться перестанет. Здрасте. Мы ведем свою съемку в лесу. Вот. А это вот сумасшедшие наши местные. Сейчас вы их увидите. Вы часто видели, как в телогрейке моют голову? Сейчас увидите. Шоу начинается. Обычно прекращают мыть голову тогда, когда... Вот. Горячая же, блин. Петя, разбавь. Вообще жуть. Петь, быстрее, замерзнет. Когда начинает лед, в смысле, в виде этих сосулек падать с головы, значит все. Купание можно заканчивать. О, блин, пар идет вообще нереально. Вообще кипяток. Курорты Пермского края. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Но жизнь не для тех, кто любит сны. Мы слишком долго выход Посуду на месяц вперед намылся. Нашли Мне нужны такие резиновые перчатки с бесконечно меховой подстежкой. Вот здесь ход. Опускайте, ставьте весла на землю и расшипеливайте. Так, стоп. 3 часа готовили баню. 15 минут удовольствия. А я не пошла, не люблю. Отходи, отходи, отходи. Пока еще не нагрелся. Слушай, я ни хрена не вижу. От вещей только отойди вот сюда. Меня сзади. Оно почти сухое. А ты же без трусов. Тут снимай! Инстаграм, что ли? К вечеру уже все увидят. Дно, кстати, нормальное, галечка там. Да, только некоторые тачки потеряли. Ну, А я поймал свой тапок. я один тоже поймал, а второй нет. Ну, кстати, чувствую себя шикарно вот на берегу. Ваня, дорогой ты человек, позволь тебя расцеловать. Жаркий обед. Что было там, никто не знает. Вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте. Баня! Нет, я кричу баня. А не Ваня. Язычок далеко. Все равно. Во, настраивай. Вот так, двигай по нотному стану. Я на Чукотке прожил 13 лет, господа. Я не обещаю. Скорее всего, вы не попадете ко мне в голову. Куда не попадете? Я волнуюсь. Просто сказал, вы не попадете. Да, разволновался. Заканчивается замечательное путешествие, в котором каждый себя как-то проявил. Кто-то искал постоянные вещи, но при этом находил всегда что-нибудь новенькое, и всем было от этого весело. Кто-то, так и не успел приготовить легендарный шашлык, на который мы всегда так надеемся, когда бывает день рождения фирмы Base Group или какой-нибудь прочий Новый год и Пасха. Вот. Я думаю, каждому удалось себя как-то проявить, еще подружиться и найти себе новых друзей. Всех с окончанием этого прекрасного путешествия. Я по знаку зодиака рыба, а там две. Одна туда плывет, другая обратно. И вот за этой рыбой в 17 году мы поплыли на часовую. Ну, рыба вверх, либо рыба вниз, попали на устью. Говорит, что еще раз поплывем. Ну и считаю,
Но я считаю, что этот поход вот так вот нам всем понравился. Вот. Я считаю, да, нет, я считаю, вообще был самое интересное в этом походе, я думаю, самое интересное, что при всех этих условиях, там, и погодных, и снежных, мы все-таки сходили в баню. Это, наверное, вот самое удивительное. И, конечно, вот эти вот горные путешествия. На одну гору залезли, на вторую. Это, я считаю, что это не просто был водный поход, это было познавательное, культурное мероприятие. И я считаю, что многие из нас, ну не все, конечно, расширили свой кругозор значительно. Мы готовы к поездке в Якутию, потому что там было За всех не говори. снегу по колено. Но я должен как-то упомянуть Зимой, Якутию, иначе скажи, меня в блог не включат. Чувствуется, человек презентации часто проводит. Да, все, мы точно готовы к снегу по колено, вот, и к хорошей погоде, и к большим перепадам, и к резко континентальному климату, да, чтобы было и холодно, и жарко. Столько слов ты знаешь. Резко континентальный, да, я где-то это слышал как-то один раз. В общем, Якутия, встречай нас. Я в эфире, да? Ну, для меня, наверное, самое большое впечатление это купание в Усве было. Вот. Я лишился аж целых 3 раза, правда, с интервалом всего лишь в 1 минуту, но ничего страшного. Вот. А если брать с философской точки зрения, да, каждый поход он не похож на предыдущий, не похож на следующий. Но для меня всегда было самое главное это достичь того состояния, когда можно пообщаться с самим собой. Я думаю, что в этот раз это было сделать совсем несложно. Погодка помогла. Да, спасибо всем огромное. Было очень приятно с ребятами пообщаться и с новыми познакомиться. Да. Ты как раз в блог попадешь. Да. Отлично. По блату. Да. Всякое, Вот каждое путешествие, каждый поход, каждая выездка, да, это же какая-то такая перезагрузка. Вот поэтому вот в Якутии мужики каждый год там собираются и на охоту Перезагружаются. да. Такая маленькая жизнь.